В переписи населения Рустам Минниханов принял участие на родном татарском языке. На вопросы президент ответил в многофункциональном центре на улице Чистопольская. По этому адресу центр работает первый день. Здесь же разместился стационарный переписной участок. Все озвученные президентом данные переписчик внес в планшет. Это на самом деле гражданский долг каждого из нас. Наша страна, она огромная, многонациональная, многоконфессиональная. И, конечно же, государство должно обладать информационным ресурсом, кто, как, какого возраста, какого образования, какой национальности. А все эти данные, они для работы органов власти очень важны. И планировать, какие школы, какие там интересы. Вот эта перепись, она открывает большие возможности для правильных решений на будущее. После заполнения анкеты Рустам Минниханов осмотрел, как здесь организована работа переписного участка и в целом МФЦ. За день здесь могут обслужить около 1000 человек. Сегодня желающих переписаться было много. Говорят, место офиса удобное, процедура простая, удачно выпали нерабочие дни. Вообще никаких проблем это не составило. Минут за 10 я 3 членов семьи своей переписал. Статистика она нужна для все-таки каких-либо эффективных мер принятия решений. Поэтому перепись обязательно нужно, считай. По данным Татарстан-Стата, на сегодня в республике в переписи приняли участие около 60% жителей. Кроме посещения МФЦ и стационарных пунктов, можно дождаться переписчика дома или ответить на вопросы на портале госуслуг. По оперативным сводкам мы выходим за 60% на сегодняшний день. Мы фиксируем, что достаточно активно население идет на перепись, и все мы знаем, что переписать можно не только себя, но и членов своего домохозяйства. По итогам Росстата Татарстан уже вошел в топ-10 самых активных регионов страны. Перепись продлится до 14 ноября. До этой даты переписчики придут каждому. Дмитрий Айрин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.